Беспокойство в обществе и в среде музейщиков вызвала история, связанная с исчезновением тарелки Пабло Пикассо, одного из самых известных художников 20 века. Тарелка была помещена в хранилище Национального банка и изъята оттуда прежним руководством Министерства культуры. Вроде бы для того, чтобы определить подлинность экспоната. Будем надеяться, что следственные органы разберутся в этой истории. А я бы хотела поговорить о том, какая вообще существует система безопасности музейных экспонатов, насколько часто проводится инвентаризация всех музейных фондов и вообще какая существует нормативно-правовая база в этой сфере. Ни один музей мира не застрахован от ЧП. Как обстоят дела с безопасностью музейных фондов Абхазии? Как закон регламентирует обращение с предметами музейных коллекций и защищает культурное наследие от краж? Все эти вопросы возникли сразу же после нашумевшего исчезновения керамического блюда испанского художника Пабло Пикассо. Эта работа знаменитого художника принадлежала Дому-музею Дмитрия Гулия. Наша нормативно-правовая база касаемо музеев и музейной деятельности, она основывается на нашей Конституции непосредственно и на законе о музеях и музейном деле. Также наше действующее законодательство – это наши кодексы, также нормативно-правовые акты, которые приняты в соответствии с основным законодательством, это наши положения и инструкции. На сегодняшний день у нас действующее законодательство состоит из самого этого закона о музеях и музейном деле. У нас также действует инструкция о порядке хранения учета ценностей в музеях. Также есть несколько положений. У нас разработано и утверждено положение о музейном фонде Республики Абхазия и положение о музейном регистре Республики Абхазия. Музеи не могут быть все защищенные, потому что найдется такой момент, что какое-то ЧП возможно будет. Это все музеи мира. Мы же знаем прекрасно, что и картины сворачивают, берут, и есть пропажи. Но относительно, конечно, защищенные. У нас охрана, у нас дополнительные смотрители, их 5 человек, и они утром приходят, двери мы им открываем, и прежде чем открыть дверь, главный хранитель обходит все комнаты, это обязательно, затем только впускает этих смотрителей. Охрана у нас круглосуточная и днем, и ночью, видеоохрана и еще плюс сигнализация. Когда музей закрывается, я спускаюсь, также обхожу все на наличие предметов, они в нормальном состоянии, и затем закрываю ключом, отдаю охране, они в сейф. Время от времени музеям приходится сдавать на хранение особо ценные экспонаты в Нацбанк Абхазии. Самое надежное место. Опасаясь за сохранность предметов, в 2018 году тарелку Пикассо и 2 картины французского художника Фернана Леже поместили в банковском хранилище и сотрудники Дома-музея Гулия. Имущество музея забрал прежний руководитель Минкультуры по некоторой информации для определения подлинности предметов. Картины Леже нашлись в подсобных помещениях Министерства культуры, а тарелка Пикассо исчезла. Правоохранительные органы ее ищут. Вопросы к банку были, но отпали сами собой. Оказывается, порядок сдачи предметов в депозитарные ячейки и вопрос доступа к ним расписаны в подписываемом сторонами договоре хранения. Касаясь истории хранения, в соответствии с законодательством Банк Абхазии может принимать по просьбе клиентов банка на хранение ценностей. В основном это, безусловно, госструктуры, государственные организации, которые являются клиентами Банка Абхазии. Часто оставляют ценности на какой-то период, на короткий, на длительный, на многолетний период, и потом в целости и сохранности возвращают. Но здесь есть одна особенность. Банк Абхазии не принимает на хранение ценности как ценности, потому что у нас нет экспертизы, мы не можем заниматься изучением того, является ли это ценностью или нет, и нам это вообще не интересно. Раз клиент считает, что ему нужно что-то сохранить, мы сохраняем. Поэтому мы берем на хранение запломбированные, упакованные, запечатанные коробки. И конкретно в договоре типовом, который у нас составляется с клиентом, приносящим на хранение свои ценности, сказано, что ценности предоставляются в банк в опечатанном виде.
принимаются ответственными сотрудниками банка и в таком же виде обеспечивается их хранение. То есть, грубо говоря, нам могут вообще принести пустую коробку, нам все равно, что внутри коробки. Главное, что она запечатана, главное, что запломбировано, и мы в таком же виде, в запечатанном, должны вернуть клиенту по требованию. В договоре также сказано, что ценности выдаются по первому же требованию клиента в том виде, в каком они поступили в банк. Условно говоря, если министерство оставляет на хранение запечатанную коробку, точно в таком же запечатанном виде Банк Абхазии обязан вернуть клиенту. Если бы банк вскрыл эту коробку или бы коробка исчезла, понятно, вопросы были бы к банку. Но в том случае, о котором вы говорите, и во всех других случаях, Банк Абхазии возвращает клиентам, значит, то, что они требуют, то, что они оставляли на хранение. С момента выдачи ценности, подписания всех бумаг при наличии паспорта, наши взаимоотношения заканчиваются. И как только Министерство культуры, значит, обратилось в соответствии с договором к нам забрать те ценности, те упакованные коробки, которые они хранили у нас, и как только Банк Абхазии выдал, с этого момента к истории, тем более к содержимому коробки, Банк Абхазии не имеет никакого отношения. Но у нас ни разу не было случая, чтобы сотрудники банка вскрывали коробку или там потеряли. Это вообще исключенный сценарий. В этом смысле все работает четко и идеально. Еще раз, кто может забрать? Значит, забрать может тот, кто вносит. В данном случае мы знаем, что, как и уже из истории, что эти, значит, ценности принадлежали музею Гуля, да? Но это знает Минкульт об этом. У нас во взаимоотношениях в договоре договаривается Национальный банк в лице меня и, значит, Министерство культуры в лице министра культуры. Соответственно, если вносителем является Министерство культуры в лице министра, то, соответственно, обратиться за изъятием своих ценностей может тоже Министерство культуры. Даже если мы знаем, что внутри коробки ценности, которые принадлежат другой организации, мы не сможем выдать другой организации, потому что по договору ее не существует. Мы ответственны перед тем лицом, которое является вносителем. Сотрудниками музея при приеме передачи данных экспонатов все процедуры были проведены правильно, Министерство культуры было уведомлено, они сами обратились к нам, как бы сообщили, что хотят сдать на хранение эти экспонаты. На сегодняшний день там тоже проводятся ремонтные работы в этом музее. И вот министерством совместно с дирекцией музея было принято решение сдать эти экспонаты, и они передали нам все документы, все приказы, акты, опись этих экспонатов, и при сопровождении там органов внутренних дел мы передали эти экспонаты в музей. Мы недавно были в Национальном банке, встречались с председателем, с юристами, и с нами была еще юрист Министерства культуры. Мы прорабатываем сейчас такой проект, нетиповой. И я хочу обратить внимание зрителей на то, что типовой, вот тот договор, который был составлен, он был правильный. Но он как-то не сталкивались с такой проблемой, и поэтому он не учитывал всех этих нюансов, рисков. Поэтому такой договор всегда составляется, когда они принимают какие-то ценности на хранение. Они ведь не принимают какие-то ценности определенные, они принимают в упакованном виде и даже не знают, что там находится. И поэтому тот клиент, который значится в договоре, он, естественно, может обратно взять свое имущество. Но теперь, в связи с тем, что такое случилось, мы решили сделать это так, чтобы один человек, будь он министром культуры там, или замминистром, кем угодно, чтобы он не мог взять, самолично изъять эти предметы. В любом случае будет задействован еще и музей тоже.
потому что это все-таки, хотя музей, конечно, это учреждение Министерства культуры, но ценность это, конечно, ценность музея, это собственность музея. В дальнейшем для сдачи и как бы выемки данных экспонатов будем вносить изменения, чтобы уведомлялись обе стороны, как учредитель в лице Министерства культуры, так и сам музей, дирекция музея. Кстати, заглянуть в хранилище банка нашей съемочной группе не позволили. Но оно и понятно. Хранилище банка. При всем к вам уважении я вас не могу провести, потому что это особая территория банка, в которую не имеет доступ практически никто, за редким исключением. Даже я по желанию не могу туда проникнуть самостоятельно. Это особо охраняемый участок банка. Задача музея – собрать, сохранить, изучить. Все это и входит в обязанности хранителя главного музея страны Жанны Гурджиа. Хранитель посвящен в тайны музейных фондов, знает, какие условия хранения нужны для разных видов экспонатов, организует размещение экспозиций вне музея. Словом, несет ответственность за каждый ценный предмет. Конечно, я примерно знаю почти все, но самое интересное, что наши смотрители, люди уже в возрасте, они, каждый имея свой зал, если ты вот что-то просто возьмешь и отложишь, они уже видят, что этого нет. То есть настолько уже приспособился глаз, они могут моментально отреагировать на это. Вы смотрите вот эти вещи и думаешь, это наша история, это все было у нас, это же очень интересно, это задумываешься над тем, какие мы богатые вот этими вещами. Это надо ценить, любить, это надо передавать поколению. Поэтому за каждый экспонат, за каждую иголочку мы в ответе. И мы должны вот это все сохранить. Вот главное в музее – сохранение и передача вот этих всех вещей подрастающему поколению. Сотрудники музея, они болеют душой, они бережно относятся к каждому экспонату. Может быть, для нас, для обывателей, для посетителей музея это ничего не значащие экспонаты, но для сотрудников музея каждая вещь в музее, она особо ценна. В коллекции Госмузея Абхазии около 400 тысяч предметов. Фонд музея постоянно пополняется из частных коллекций или приобретается музеем. Для их строгого контроля проводится сверка наличия предметов с учетной документацией. А вот интересно, как часто? Инвентаризация фондов музея, она производится не только по инструкции, она может производиться и по их внутреннему регламенту. Если в инструкции указано, что инвентаризация происходит раз в 3 года, в 2 года, музей может проводить его чаще. Но общая инвентаризация, она может происходить и раз в год, но не чаще, потому что объемы фондов музея, они колоссальные, и в течение года делается основная инвентаризация, так общая инвентаризация фондов уже в зависимости от принимаемого решения директора. По положению, каждый год. Но, возможно, мы этого не можем сделать, потому что очень много предметов. Это более 300 тысяч, около 400. Поэтому, если мы каждый год будем этим заниматься, то текущая работа просто будет стоять. Я думаю, достаточно каждые 2 года проверять основной фонд, и то, что необходимо. Музейные запасники – это святая святых. Отдельное помещение с особым режимом влажности и света. По правилам безопасности фонда хранилища музея посторонних людей не впускают. Из самих запасников часто создаются экспозиции и выставки. Есть основной фонд, где у нас более особые вещи хранятся. Имеется комнатка, там сейфы и все вот такие драгоценные, полудрагоценные, серебро, золото, они располагаются в этой комнате. То есть это то, что не выставляется? Нет, почему? Есть временные выставки, мы их выставляем, мы их показываем, но вход в эту комнату
только при главном хранителе, при директоре и заведующего отделом. То есть скрываются в сейфы и берут предметы, которые необходимы либо переместить, либо вот делать выставки. Некоторые люди писали о том, что почему же мы не знали, что у нас есть такие шедевры. Дело в том, что музеи хранят ценности. Не все экспонаты, которые хранятся, находятся в хранилище музеев, не должно быть достоянием всех, потому что они, знаете, есть те, которые экспонируются на временных выставках, те, которые вообще не экспонируются, то есть по-разному. Мы тоже, собственно говоря, ни от кого не скрывали ничего, мы просто всегда боялись за безопасность. Во-первых, за безопасность этих экспонатов, но и не только этих. Вы понимаете, когда мы говорим о ценностях, мы должны знать, что все, что находится в музее, все экспонаты музея являются ценными. Для нас любая рукопись наших классиков такая же ценность, как и другие картины, там еще что-то. Понимаете, это же музей. И в хранилище находится, естественно, очень много ценных вещей. То есть ценных не для вора, может быть, но ценных для нашей культуры, ценных для нашего общества. И мы, естественно, не все экспонируем, не все находятся на постоянной выставке. В экспозиционных залах находится малая толика того, что находится в хранилищах. Это во всех музеях так. И слава Богу, что есть такое, потому что было бы очень горько и обидно, если бы у нас ничего бы не было в хранилище, и все бы было в экспозициях. Так не бывает. И мы как раз-то и собирались, собственно говоря, эту тарелку выставить. Вот скоро у нас будет выставка через год, посвященная 150-летию со дня рождения Дмитрия Иосифовича Гуля. Мы собирались выставить от Симонова дары Симонова. У нас есть другие тоже дары Симонова. И мы хотели так и сделать. Надеюсь, что мы сможем так сделать. Очень на это надеюсь. К сожалению, у нас в музеях нет такого уровня защиты, как в мировых музеях, да, чтобы установить сигнализацию высокого уровня, да, чтобы это все защитить. Законом это тоже защищено, то есть какие экспонаты могут быть достоянием как бы общественности, сведения, которые можно выносить. Если это особо ценные экспонаты, при сопровождении органов внутренних дел как бы происходит перевозка. Целесообразность приема предметов на постоянное хранение в музей оценивает экспертная комиссия, которая есть в каждом музее. К помощи экспертов в музей прибегают в том случае, когда они пополняют музейные фонды. Очень часто музеи имеют право и по закону как бы приобретать новые ценности. Это могут быть частные лица, которые продают эти ценности. И в этом случае музей обязан обратиться к эксперту. Есть такие эксперты? Да, это эксперты по драгметаллам, это эксперты по культурным ценностям, которые дают заключение. Там, они дают заключение по составу, то есть это драгметаллы, это либо по устанавливать возраст доставаемых экспонатов. Вот есть такое, но это сотрудники музея обращаются к этим экспертам внутри нашей республики. На предмете последнем конское мужское седло. Очень красивое. Ручной работы, чисто абхазское. Таких седел у нас в музее, несколько, может 2, может 3. Не больше. В основном северокавказские, испрещенные серебром, очень красивые, богато украшенные. У абхазцев было все скромное. И вот такое седло нам попалось. Оно не только как предмет представляло интерес, а историю имело очень интересную самого хозяина этого седла. И мы его решили купить 150 тысяч. Но для этого у нас была одна комиссия, стоит брать или нет, вторая комиссия. Если это историческое седло, человек пропал в 1937 году, у него своя история, мы решили его взять. И вот мы его купили. Но прежде чем купить, акт
сверка, подсчитаны были все подсчитаны детали, подвески, кожа, какого года, кто сам хозяин. Ну и потом вот так по актам, через бухгалтерию, это естественно. В 3 экземплярах был акт, один в бухгалтерии оставался, один у главного хранителя оставался и один передавался человеку, который его нам продал. Ну, была экспертная комиссия, которая пришла, и она оценила, что эта вещь достойная и дало добро на приобретение этого седла. А часто музей вот так музей приобретает разные? Приносят на покупку, но стоит брать, не стоит, это уже решает фондовая комиссия, потому что есть вещи, которые дублируют эти, то есть мы отказываемся, не берем. А есть вещи, которые просто необходимо взять. Коллекция пополняется постоянно. Вот я отчет держу, вот только за 2002 год у нас всего 619 единиц только вот за этот год принято. Ну, там и книги, которые пополняет книжный фонд, там и предметы, и археологические, этнографические, естественные истории и так далее. И за этот год у нас было 3 фондово-закупочных комиссии. Я считаю, что это нормально. Фонд пополняется, что очень рада этому. Закон довольно мягкий в отношении злоумышленников, совершающих кражу музейных ценностей, считают юристы. Штрафные санкции необходимо ужесточать. Действующее законодательство, это и Уголовный кодекс, и Кодекс об административных нарушениях, они предусматривают меру ответственности. Это в случае кражи, в случае хищения, да, в случае халатных действий сотрудников, на каждый из этих случаев есть мера ответственности. Я считаю, что, наверное, мера ответственности, штрафные санкции, они начинаются от 10 тысяч рублей, но в зависимости от вида нарушения и видов хищения, да, как это хищение произведено, группой лиц, какой ущерб нанесен вот этим хищением, да, сумма, стоимость этого имущества, украденного, похищенного. В случае халатности также предусматривается ответственность, но опять же, там, где начинаются штрафные санкции, именно в рублях от 10 тысяч рублей начинается мера ответственности, но также предусматривается такая мера ответственности, как исправительные работы, а также лишение свободы, в зависимости от тяжести совершаемого преступления. Если наш народ понимает, да, ценность, весь музейный фонд Республики Абхазия, он является достоянием республики. И я понимаю, что те люди, которые идут на преступление, они не думают так далеко, но закон, наверное, должен немного усилить режим ответственности, увеличить режим ответственности, чтобы было неповадно. У Министерства культуры Абхазии есть планы по систематизации музейных фондов и внесению их в общую электронную базу. Так мы будем знать, чем богаты. В 2018 году Министерством культуры было разработано положение о музейном фонде Республики Абхазия и о музейном регистре Республики Абхазия. То есть, что это такое музейный фонд Республики Абхазия? Представляет собой коллекцию всех музейных экспонатов, вне зависимости от формы собственности, то есть это и государственный музейный фонд, это частный музейный фонд. И вот все эти экспонаты, как только будет закончен сбор этой информации, к сожалению, работа кропотливая, она очень объемная, но мы в позапрошлом году обращались к главам районов, городов, оказать содействие и предоставить эту информацию, потому что в этот музейный фонд будут входить музейные экспонаты даже не только частных лиц, но и школьные музеи, да, это сельские музеи. То есть все экспонаты, весь музейный фонд, который существует на территории Республики Абхазия, он будет включен в общий музейный фонд Республики Абхазия. И также единый регистр музеев Республики Абхазия, который был создан, также будет запущен в 2023 году, и жители республики смогут
по этому электронному регистру увидеть, какие музеи в каких городах и районах функционируют и работают. У каждого гражданина нашей страны будет доступ к информации, какие фонды, что хранится, то есть в соответствии с законодательством ту информацию, которую мы можем выносить на общее обозрение, как бы у людей будет доступ к этой информации. То есть это мировая практика. Музейные фонды, они существуют везде, и вот мы хотим также запустить этот музейный фонд и работу музейного регистра. А пока общественность гадает и надеется, что, мягко выражаясь, неприятная история с пропажей блюда Пабло Пикассо не повторится, а предмет найдется и будет возвращен музею.